Село Сихонкино прошли межрайонные юноармейские военно-спортивные игры в формате «Зорницы-2022», в которой приняли участие команды Кармаскалинского, Гафурийского и Аургазинского районов. Вперед к победе! Под таким лозунгом проходили в этот день соревнования. К дисциплине и порядку школьников призвала военно-патриотическая игра «Зорница». Наверное, многие помнят Зорницу пионерскую, но время не стоит на месте, и теперь она особенная – юноармейская. Немного поменялись правила, однако цель остается все той же – сформировать навыки начальной военной подготовки, воспитать чувство патриотизма, товарищества и ответственности. 5 командам из 3 районов – Кармаскалинского, Гафурийского и Аургазинского – предстояло продемонстрировать свои способности в скорости, ловкости и умении работать в команде. Глядя на такие молодые, но очень серьезные лица, наглядно видна работа юнармии в патриотическом воспитании детей. Сразу же после торжественного построения участники колонны направились к месту проведения соревнований. На месте ребята расходятся по этапам. В ходе игры они делятся на команды и соревнуются в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами. 5 состязаний, которые были по-настоящему армейскими. Военизированная эстафета, станция ГТО, оказание первой медицинской помощи и военно-историческая викторина. Военизированная эстафета состояла из 2 дисциплин – неполная разборка-сборка автомата и биатлон. Удивительно, но все эти испытания подростки проходили как настоящие профессионалы и держались одной дружной командой. Радует и то, что данный конкурс пользуется популярностью не только среди мальчишек, но и среди девчонок. Я принимала участие не только в отжиманиях, но и в военно-исторических и медицинских викторинах. К мероприятию мы готовились около месяца. Мы даже со школы на уроках иногда отпрашивались, тоже занимались долго, очень тщательно. Я участвую в этом конкурсе уже 3-й год, и каждый раз я улучшаю свои знания, подготовку. А пока одни участники соревнуются, другие общаются и готовятся, строгие судьи фиксируют каждое нарушение. Учитывают не только скорость. За каждую ошибку, промах или подсказку снимают баллы, а значит шансы победить снижаются. Один за всех и все за одного. На протяжении всей игры каждая команда демонстрировала свои высокие знания, талант, физическую и начальную военную подготовку. Но самое главное, они учились любить и защищать свою родину. Это принципиально для меня конкурс, в котором я, как я считаю, должен участвовать просто. Потому что я уже с детства, как можно сказать, участвую за школу. Сегодня я подтягивался и участвовал в викторине исторической и медицинской. Сложности только в истории, наверное, потому что некоторые вопросы были для меня незнакомы. В основном нет, не было сложностей. Участники с нетерпением ожидали самого ответственного момента – подведения итогов соревнований. Победителем оказалась команда из школы деревни Кабаково.